Чолом Донортяс. Этот выпуск вам стоит посмотреть, чтобы узнать, как проходят будни у сельских жителей, как ловится щука на реке Печора. Еще будет немного экшена и интересный факт о республике Коми. Село Брыкаланск, малая родина Генриха Немчинова. Юноше всего 17, но у него уже есть своя аудитория на Ютубе – 1500 человек. Коми-блогер, как он сам себя называет, вот уже больше года знакомит зрителей с культурой и природой республики. И своего родного села, в частности. Просто и от души рассказывает, как поймать большую щуку или где собрать морожку. Коми-язык ущемляли, не только коми-язык, коми-культуру. И вот решил заняться каналом, чтобы показать молодежи, что нужно ценить свою культуру, нужно ее любить и уважать. Идея создать свой канал пришла еще 5 лет назад. Тогда парень снимал челленджи, создавал спортивные видеозарисовки. Но позже понял, надо обратиться к тому, что окружает. Снимать саму жизнь, такую, какая она есть. Путешествия по малой родине, чтение книг на коми-языке – вот то, к чему в итоге пришел Генрих Немчинов. После того, как лед на Печоре сошел, вода резко прибыла и залила сенокосные луга. Теперь можно везде ездить на лодке. Романтика. Работая над каналом, Генрих успел побывать в Припечорье, деревне Черноборская, ездил и в финно-угорский этнопарк села Иб. На достигнутом путешественник останавливаться не планирует. Успел побывать в Пермском крае и Кировской области. Что там, за селом Брыкаланск? С такого вопроса началось путешествие по республике Коми. В каждом видео интересные факты. К примеру, знали ли вы, что на территории Коми поместилось бы 4 кубы? Теперь знаете. Благодаря таким, казалось бы, забавным фактам канал смотрят люди всех возрастов, от мала до велика. По словам самого блогера, этнокультурную тематику в регионе нужно развивать, а YouTube-канал – отличный инструмент для этого. Виктория Денисова, телеканал Юрган. И в завершении выпуска битвы между соседями. Увы, распространенное явление. Поводом для разногласий может быть что угодно. Неровное ограждение, снег с крыши, дефицит парковочных мест или тень от дерева на грядке. В результате некогда добрососедские отношения становятся неприязненными и перерастают в затяжной конфликт. Именно так произошло в поселке Койдин Кайгородского района. Причиной для разногласий там стал неожиданно появившийся между домами забор. Он заблокировал дорогу к дому 81-летней женщине с инвалидностью. Раньше вот этого забора вообще не было. То есть тут была дорога, так как дом многоквартирный считается. То есть по дороге они могли ездить, могла скорая приехать, могла пожарка приехать, да, могли сами они привезти дрова и все. Но появился сосед, который изначально, можно так сказать, втерся в доверие к бабушке. Не подозревая ничего плохого, женщина подписала все документы, которые ей дал сосед по дружбе. Как итог, межевание, забор, блокирующий проезд к ее дому и бесконечные крики. Понимая, что теперь к матери не проедет ни скорая помощь, ни другие службы, один из сыновей обратился за поддержкой выше. Но вот чудеса, никто не может разрешить эту некрасивую ситуацию, ни глава села, ни общественники. Видимо, придется соседям разговаривать через суд.